Опишите как можно нагляднее, что вас тревожит. Как выглядит ваш сценарий кошмара? К счастью, таких вещей немного, и по большей части они маловероятны. Извержение крупного вулкана, масштабное землетрясение, астероид. По крайней мере, к ядерной угрозе имеется серьезный подход. В это вкладывается много денег. Большой штат сотрудников работает над сдерживанием атомной войны. Я очень рад, что это делается, и я считаю атомную войну маловероятной. А вот шанс распространения эпидемии пострашнее вируса Эбола я оцениваю в более чем 50%. Если мы посмотрим на уровень смертности в 20 веке, каждый скажет: наверняка там есть скачок из-за Первой мировой войны. Тогда погибло около 25 миллионов. Также должен быть большой скачок во время Второй мировой. Это 65 миллионов. Но там есть еще один резкий рост, такой же большой, как и во время Второй мировой войны, сразу после Первой мировой. И большинство скажет: что? Подождите минутку, что это было? Есть два вида гриппа. Тот, что быстро распространяется от человека к человеку, и тот, который убивает много людей. И однажды в истории эти два качества объединились в широко распространившийся вирус. Это была испанка. Мы ничего не знаем о том, откуда он появился. Мы называем его испанкой благодаря независимой испанской прессе. Она первая открыто заговорила об этом. В истории эпидемий это большое событие. Я спонсировал работу группы, занимающейся моделированием болезней. Они используют компьютерную имитацию, и эта работа была очень полезна в борьбе с полиомиелитом. Стало понятней, каким областям Нигерии нужно уделить больше внимания. И если у вас есть такая группа, логично предложить: а давайте смоделируем что-то вроде испанского гриппа в современном мире. Медицина стала гораздо лучше, и наверняка сейчас все было бы не так плохо. И мы попробовали сделать это. Мы выдвинули несколько предположений, но что мы увидели? Распространение инфекций из-за современного транспорта, который в 5 раз более развит, чем в 1918-м. Так что если взять что-то вроде гриппа, то можно увидеть на карте, как в течение нескольких дней он проникает почти во все города по всему миру. Это откроет вам глаза. Такого не происходило с испанкой. Возможность сделать больше, чем просто позволить ему распространяться, появилась лишь в последнее десятилетие. В основном, когда мы говорим о лекарствах, мы имеем в виду маленькие молекулы или сложный натуральный белок вроде веществ, относящихся к подклассу антител. Антитела — это молекулы, созданные иммунной системой, чтобы уничтожать болезнь. Идея в том, чтобы кто-нибудь сказал: «О, это антитела. Давайте сделаем много таких, сделаем очень быстро, ведь сейчас самое время». Лихорадка Эбола показала, что мы не готовы к серьезной эпидемии. Такой, которая окажется еще заразнее и будет распространяться быстрее, чем Эбола. Мы сильно рискуем столкнуться с серьезной трагедией, в ходе которой может погибнуть более 10 миллионов человек за год. Чтобы предотвратить это, нам нужно даже меньше денег, чем мы вкладываем в военный сектор. Понадобится менее $1 миллиарда в год на НИОКР, медицинские осмотры персонала и перекрестное обучение военных, которые смогут отвечать за безопасность при транспортировке. Это вполне осуществимо. Возможно, больше предупреждений у нас не будет. Это довольно скромные вложения в то, что позволит избежать масштабной катастрофы для нашего здоровья. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.